Нарушение питания среди детей и женщин является одной из проблем, имеющей негативные и долгосрочные последствия для развития в Кыргызстане. Согласно последним данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ, 12,9% детей до 5 лет отстают в росте. 43% детей и около 35% женщин детородного возраста страдают анемией. Недостаточное питание является причиной 22% случаев детской смертности. И по оценкам, 18% детей Кыргызстана страдают от различных форм нарушений питания. Проблемы питания в основном связаны только с Министерством здравоохранения и не рассматриваются комплексно с другими секторами. Проект питания в горных агроэкосистемах, финансируемый АйФОАМ и других доноров, был реализован с июня 2015 года по май 2018 года в 5 странах – Непале, Перу, Пакистане, Кыргызстане и Эфиопии. Цель проекта – содействие сельским сообществам в горных регионах к улучшенному доступу к достаточной питательной еде посредством фасилитации инноваций и диверсификации доказанных агроэкологических и других практик, чувствительных к питанию. Проект реализуется на местном, национальном и глобальном уровнях. В 30 селах Кыргызстана были построены и внедрены 10 малых теплиц, предоставлено 12 коз молочной породы, 18 солнечных сушилок для сушки фруктов и овощей, созданы 2 малых сада из полукарликовых саженцев, создано 4 пруда для разведения рыб, внедрены 2 инкубатора для выведения цыплят. В рамках данного проекта были отобраны и прошли необходимую подготовку 26 консультантов из разных регионов Кыргызстана. Мероприятия охватили 30 сел из Джалабатской, Иссык-Кульской, Ошской, Таласской и Чуйской областей. Было обучено 1500 человек, из них 86% женщины, которые были обучены передовым технологиям сельскохозяйственного производства по продвижению здорового питания и мастер-классы по приготовлению полезных национальных традиционных блюд. Оказано 63 визитов консультаций в хозяйство. 54 фермера приняли участие в визитах по обмену опытом. Проведено 7 полевых дней с участием 215 человек. Проведено 8 круглых столов на уровне сел, а 1 круглый стол с участием представителей Министерства сельского хозяйства и депутатов на национальном уровне. В солнечных сушилках фермеры высушили от 60 до 420 килограммов овощей и фруктов. Качество продукции получается в разы лучше, чем при традиционной сушке. Она отличается по цвету, чистоте и вкусу. Фермеры в теплицах за сезон смогли вырастить в среднем более 1400 килограммов огурцов или 2200 килограммов помидоров. Продавая излишки продукции, получили прибыль в среднем до 12 тысяч сомов. Поголовье молочных коз на сегодня превысило 30, и согласно внутренним правилам группы, фермеры используют молочных коз и, получив приплод, передают другим членам группы. Воздействие демонстрационных садов привело к распространению среди фермеров посадки полукарликовых саженцев. Так, жители только из этих сел заказали и посадили более 200 саженцев весной 2018 года. Уже на 2-м году после посадки отдельные фермеры стали получать первые урожаи. Садовые участки стали использоваться более продуктивно. Демонстрационные фермеры начали расширять свои пруды и увеличивают поголовье рыб. В этих селах возросло потребление рыбы. Группы по птицеводству весной 2017 года вывели более 600 цыплят для своих семей, а также начали получать заказы от своих сельчан. В этих селах улучшился уход за домашними птицами, своевременно проводится вакцинация и больше семей разводят кур. Через демонстрации и мастер-классы продвигаются старинные, традиционные национальные рецепты и блюда, которые сочетают содержание полезных ингредиентов и правильную технологию приготовления. Как только просыпаюсь, первым делом захожу в теплицу. Только после того, как увижу мои растения, поднимается настроение. Кушаем каждый день, делаю детям свежий салат. Члены группы делали компосты и применяли в огороде. Из полученных урожаев с огорода заготовили салаты на зиму. Выращивая сами, мы экономим семейный бюджет. К тому же натуральные овощи полезны для здоровья. Мы слышали, что перепелиные яйца очень полезны для здоровья и повышают иммунитет.
поэтому начали разводить их. Употребляем в еду, а излишки продаем. В горах климат холодный, и поэтому овощи и фрукты созревают позже, чем в долине. Излишки мы теперь сушим. Зимой вместо томатной пасты употребляем сушеные томаты и перцы, предварительно пропустив через мясорубку. Мы добавляем их в супы для детей. Рыба особенно полезна для детей, так как в рыбе есть кальций, витамины А и D. Поэтому члены нашей группы планировали совместно разводить рыбу. Теперь мы создали такие пруды и разводим рыбу. Мы испытывали трудности в содержании коров. Вот теперь разводим коз. Они потребляют меньше корма, чем коровы, но дают столько же молока. Когда мы проводили опрос, мы отметили, что большинство семей не знают и забыли исконно кыргызские традиционные блюда. А в конце проекта мы пришли к такому мнению, что если местная администрация окажет поддержку по распространению информации, например, через ТВ и СМИ, то ситуация улучшилась бы. В Кыргызстане проект был реализован Общественным фондом «Биосервис», Общественным фондом «Сельская консультационная служба Джалалабад» и Федерацией органического движения в Кыргызстане «BioKG».